В Республике Коми ввели обязательную вакцинацию от коронавируса ряда категорий населения. Глава региона Владимир Уйбов в своем видеообращении к жителям прокомментировал постановление главного санитарного врача и рассказал, что нужно сделать работодателям декретированных групп населения. Это 11 категорий, они все указаны в этом постановлении. Что сейчас нужно сделать работодателям этой категории лиц? Ну, во-первых, обратиться в лечебное учреждение, подготовить список тех, кто должен пройти вакцинацию, и составить график вакцинации либо в лечебном учреждении, либо, если возможно есть у лечебного учреждения, то мобильной бригадой непосредственно на самом предприятии или в учреждении. Мы продолжаем очень активно расти. У нас прирост за неделю 80% по заболевшим. На сегодняшний день это 273 новых случая и 123 человека мы всего выписали. То есть мы опять проигрываем баланс в сторону заболевших. По вакцинированным. У нас сегодня вакцинировано первым компонентом 147 тысяч человек, вторым компонентом 109 тысяч человек. Вакцина на подходе, я вам говорил уже, 40 тысяч доз. До конца этой недели мы получим, вообще планируем где-то до четверга, и сразу с колес вакцина пойдет непосредственно в работу. Теперь по коечному фонду. К сожалению, вот каждый день, добавляя достаточно большое количество новых пациентов, конечно, мы вынуждены открывать все новые и новые койки. У нас на сегодняшний день открыто уже 2402 койки и занято 1822. При этом хочу отметить, что мы поменяли алгоритм, я об этом тоже рассказывал, и как только человек становится независим от кислорода, и ему не нужно круглосуточное наблюдение врача, то мы переводим таких пациентов на койки долечивания. Вот вчера мы открыли в Сосногорском районе таких 150 коек долечивания на базе санатория «Кедр». Хочу сказать, что один из мифов, что у нас не хватает реанимационных коек, я хочу сказать, что это неправда. У нас на сегодняшний день открыто 203 реанимационных койки. Действительно занято 79, но это совершенно точно, что у нас есть резерв по реанимационным койкам. При этом хочу подчеркнуть, что действительно сегодня преобладают тяжелые, крайне тяжелые реанимационные пациенты, и только кислородозависимых, вот в этой 1822 человека, которые у нас госпитализированы, более 1000 человек. Это говорит, конечно, о более тяжелом течении вот этой нового штамма дельта или индийского штамма. Теперь вот к мифам. Значит, первый миф опять, он очень активно циркулирует, поэтому я по нему снова скажу о том, что в основном все больные это бывшие вакцинированные. Ничего подобного. Как я и говорил, что у нас буквально промилле, это 0,2% из вакцинированных заболевают. Но, подчеркиваю, заболевают, как правило, легко и достаточно быстро, или не требуют госпитализации, или достаточно быстро выходят от кислородозависимости и переходят на койки долечивания. Теперь второй миф – это о том, что вакцинация не гарант. Не гарант чего? Не гарант того, что человек тяжело заболеет, гарант. Не гарант того, что повторно заболеет, действительно не гарант, но повторяю, вакцинированный человек заболеет легко, перенесет заболевание без осложнений, а это самое важное.